Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Атасова Варвара. Я ученица 11 А класса Миринской средней общеобразовательной школы номер 1. Тема моей работы – помогает ли этимология улучшению орфографической грамотности. Тема нашей работы актуальна для каждого человека, которому не безразлична его грамотность. Целью нашей работы мы поставили определить, как влияет знание этимологии слов на орфографическую грамотность обучающихся 5 класса. Для достижения данной цели мы поставили следующие задачи. Их вы можете наблюдать на данном слайде. Гипотеза нашей работы заключается в том, что знание этимологии некоторых слов способствует улучшению орфографической грамотности у детей. Новизна состоит в том, что в данной работе собран обобщающий материал о происхождении некоторых слов, помощь ученикам для улучшения орфографической грамотности пятиклассников. Структура доклада. Доклад состоит из введения основной части и первой главы, где мы знакомимся с наукой этимологии, а также знаменитыми учеными-этимологами. На данном слайде вы можете наблюдать обложку нашего электронного пособия, которое называется «Слова, изменившие свое значение самым неожиданным образом». Здесь вы можете наблюдать пару слов из нашего электронного пособия. Вторая глава посвящена исследовательской работе. Этап исследовательской работы. Первое – сбор материала. Второе – работа со словарными словами. Третье – синтез или же анализ подобранного материала. Четвертое – создание двух групп – контрольная и экспериментальная. Пятое – опрос анкетирования среди экспериментальной группы. Шестое – проведение словарного диктанта у контрольной группы. Седьмое – ознакомление с этимологией слов из словарного диктанта и проведение диктанта у экспериментальной группы. Девятое – анализ работы двух групп. Десятое – выведение результатов эксперимента. Для эксперимента мы набрали 53 обучающихся и разделили их на две группы, следовательно, контрольную и экспериментальную. Также обучающиеся ответили на данный вопрос. Знаете ли вы, что изучают такой раздел языкознания, как этимология? К сожалению, большинство не было знакомо с данным термином. Словарный диктант был проведен в 2 5 классах. Он состоял из 17 словарных слов. Результаты. В классе без предварительной подготовки на отлично написали 8 учащихся. В классе, где предварительно был дан этимологический анализ слов, на отлично написали 18 учеников. На данных диаграммах вы можете наблюдать результаты словарного диктанта. Группа под номером 1 является контрольной, группа под номером 2 является экспериментальной. На данном сайте вы можете наблюдать словарный диктант, который писали пятиклассники. Также я хочу представить вам нашу вторую электронную книжку, которая называется «Словарик «Хочу пятерку». Словарик «Хочу пятерку» отличается тем, что в нем слова исключительно школьной тематики. Можно сделать вывод о том, что даже неполный, а частичный этимологический анализ может упростить задачу по запоминанию слова. Работая над проектной работой, мы убедились в том, что знать этимологию не только интересно, но и очень полезно. Обратившись к истории слова, мы смогли отыскать ту самую первоначальную основу, благодаря которой в нем и появилась непроверяемая гласная или согласная. Учащихся контрольной группы написание словарных слов вызвало наибольшее затруднение, что свидетельствует о недостаточном уровне развития языкового чутья и орфографической зоркости. Учащиеся экспериментальной группы справились с заданием лучше по сравнению с контрольной группой, ошибки были единичными. Таким образом, проведенный контрольный эксперимент продемонстрировал, что запоминание, основанное на понимании, продуктивнее, чем механическое заучивание. Спасибо за внимание.